Так, пока обедали, повесил сушиться на коленнике в избе. Высушил. Благополучно их забыл. И теперь придется как-то без них. Пробовали поймать ерша в сумерках. Потеряли часа полтора, наверное. Ни одной поклевки. Иван говорит, там что-то кто-то дернул. Попробуем еще с утра. Так, ну что, придется жертвовать спиной. Опа! Зацеп опять. У меня сердце ёкнуло. Тут же на первом крючке зацеп был. Опять зацеп. Окунь еще пока живой, но никто его жрать не хочет. Все хочу поменять местами этот продольник, но Григорьевич говорит, что в коряжнике налим должен быть. Не знаю, завтра не будет, точно поменяю. Вон, окунь уже сколько здесь болтается. Никто его даже пробовать не хочет. Так, на первые 3 палки точно. 3 или 4 даже. Надежда на 3 точно, наверное. Нет никакой надежды. Ну а дальше вот, конечно, надежда есть большая на налима. Особенно надежда на продольники. Поставил продольники. Ничего, просто так, сам собой говорю. Не, переставлять надо там возле берега. Нет смысла. Так, ну что, поехали. Палки, конечно, здесь дубовые. Как... Так, ничего, ничего, совсем ничего. Вон, опять этот же окунь, тот же самый. Почти крякнутый уже, еле живой. И малявки живые. Неужели была бы рыба, уже в течение недели здесь никого нет. 100% надо переставлять. Так что будем переставлять завтра. Так, вот, начиная с этой палки уже есть надежда, что может быть налимчик есть. Интересно, язя здесь вообще нет, да? Я говорю, язя здесь вообще нет, интересно. Налима сегодня тоже нет. Вот такая вот грустная картина сегодня здесь. Совсем грустная картина. Я думаю, возле берега хрен ли переставлять, если и тут нет. И тут нету, но да, смысл. Ладно бы там не было, а здесь было бы. Получается, вообще здесь ее нет. Давай, дергай палку, загибай палку. Да уж. Вон окуня никто не съел. Окунь живой. Малек подох, тоже никто не съел. Только поменяем. Вот эти пластины выплывают. Вон. Да шуга, блин. А, хорош. Вот эти точно надо переставить, которые в шуге здесь. Вроде и течение, блин. Глубина и Так все. не знаешь, куда переставлять, везде нету. Ладно бы где-то бы была, да, рыба? Да. А то нигде ее нет, вон, блин. Куда переставлять-то, блин? Поставить упор, а потом вот это к хлебу. Чтобы он не снимал хлеб оттуда. А он сразу снимет и сторожок сработает. Так, друзья, рыбалки не получается. Рыба полностью перестала клевать. Будем заниматься охотой. Вон, Иван принес с дому 2 капкана. И вот улов есть. первый
трофей. Так что будем, холодец или что? Вот он. Шкуру сдадим, да? Ну, собрать сначала надо штук 50. Ну, Вот, а тут на втором, своровали. получается, украли и убежали. Ну ничего. Опыт приходит с годами. Ага. Так, два уже получается. Это не черная, это рыжая мышь. Да, это вон. Большая, да. большая. А у меня черная там была. Одну черную, одну рыжую уже добыли. Ну, Поздравляю. с чем я поздравляю вас? Ой, Вот охота, так охота. да, зачем рыбалка, когда у нас охота пошла, да? Да, тут только тихонько спи себе и слышу, шлеп есть. Рыбалка походу подходит к концу. Завтра с утра пойду в среднем участке точно все палки подниму. Нафиг. Нулевой не было. Хоть один окунь, но изначально был, да? Да. Потом еще один окунь. Потом язви были хорошо. А сейчас же вообще ноль, полный ноль. И мальки целые, и все. Я не знаю, что с рыбой. Круглый ноль. Середина декабря, что уж говорить. Да. Такое всегда бывает. Я чай буду. В рюмке. С рюмки чай. Чтобы, как говорится, поддерживать компанию. Мать. Тоже? Что? Ну-ка. Специально, что ли? Точно какашка. Ну надо же. Ну вот, ну как это в рюмку? Ну как залезть в рюмку? Ну. Это сверху падает. Ох, блин. Я с кружки один раз. С кружки? Да. Ну ты алкаш. Ну, что сделать? Ну зато один раз. Я с такой посуды не могу. Я не могу по маленькой. Не зря тебя алкоголиком подписчики называют. Ну вот. Вот спасибо, хорошее название. Наконец-то, да? Дай Бог вам здоровья. Конечно, алкоголик. Что, блин, столько лет пить, это уже... Хорошо, что не тряпкой, да? Да, тоже. Алкоголик это почетное звание. Алкаш. Но все равно, что майор, там, старшина. Ну, за вас. За вас, за нас и за спецназ. А запить не надо дать? А нет, не буду, я занюхаю. Не, это слабже. Так что, Иван Григорьевич, то, что у нас, когда типа не клевало, оказывается, еще и клевало, да? Конечно, как же. А мы считали, что это не клево. Да, мешок рыбы не клевал. Да, а сегодня это, ну и верхний участок всегда там было 10-12. Он себя оправдал. Ну, 4 налима попало. Ну, правда, не крупный. Ну, не могут же каждый день крупный. Еще не вырос. А, кстати, он с Покчинскими-то сегодня говорил, Ну, крупного вроде никто не... 3, 2, 4 ловили, а 5-6 никто не ловил. ну так вот. Ну, Так что мы еще... мы еще на коне, так сказать. Хотелось бы, конечно, свой рекорд побить, 7300. Смотри, и лук пришел в глаза. Ну, коль уж мы собрались сегодня за рыбацким столом, за рыбацким ужином, интернета нет, но я был к этому готов. Давайте уже зачитаю пару заскриненных комментариев. А то Иван Григорьевич хоть и приобрел супер телефон, но смотрите, ему некогда играет в карты, там еще... Что делаешь с телефоном? А Телевизор? А у меня такого нет. Как нет? Ты комментарии? Есть, ты просто не умеешь. А завтра покажу.
Вон, Елена К. пишет такая. Эх, Иван Григорьевич, ну куда же ты забрался со своим артистизмом и голосом? Тебе как минимум Сыктывкарский хор ветеранов надо. Там мужчин мало. А с тебя бы женщины пылинки сдували. Вот где настоящий успех тебя ждет. А Гена тебя мучает на холоде, держит за ровню, заставляет работать и Вах. спаивает. Вах. Давай за это выпьем. Ты слышал, что написали, да? Ну, Смотри, держит за ровню. Разве плохо, чтобы ты 48-летний был? конечно, я согласен. Мы уже руки в одном рукомойнике мыли, так что Да. вместе состаримся. Это раз. Да. Заставляет работать. Ну, Блин, плеткой, наверное, да? я В кандалах. в рабство попал. Ужас. И спаивает еще. Давай выпьем за это. Давай, Очень да. хорошие. Хороший хорошие. комментарий, да? Мгм. Я ж Меня аж забрало. Блин, аж лук в дыхалку залез. Я когда прочитал, у меня шары на лоб полезли. Думаю, ну нифига ж себе. И 2 человека еще лайкнули этот комментарий. Кому-то кто-то поддерживает Елену К. Ну, Елена К. Вот. Сказал бы я К. К. Лена К. Ну, за тебя, Елена К. Понравился Иван Григорьевичу твой комментарий? Очень понравился. Ну, меня только никто не эксплуатирует. Я сам себя мучаю. Заставляет работать и спаивает. Ну, 3 скобочки, правда, справа, а это типа улыбки. Может, я на шутку, может быть, она и в шутку сказала, ну, Ну, не шутку, знаю. конечно. Она знаешь, уже, если до сих пор меня не споили, то уже куда уже споить? Так, что, поехали дальше. Дрюня 68 Рус. Без слов. Супер дуэт за смуглянку 100 лайков. Уварова, Тамбовская область. С вами. Геннадий, передай, пожалуйста, привет в Уварова Андрею и его семье. Спасибо. Легко. Уварова, Андрей и семья Андрея. Огромный вам привет с рыбацкой избы. От меня лично и от Ивана Григорьевича. Большой привет. Валера Дерновой. Здорово, Геннадий. Сразу лайк. В начале ролика подумал про войну. Фильм смотрю. Шутка. Хорошо поет. И удачи. Ну все, заскринило. Они это когда смуглянку-то пели. Фильм про войну. Да что такое? Лук в дыхалку летел. Так, сначала надо выпить, потом Да. дальше читать. А то так ничего не получится. А то Григорьевич уже кружку выпил, а я Прополоснуть. стопку не могу. Меня уже даже торкнуло. Как алкаша. Да. Как алкаша меня вообще не берет. Гуляй душа, как алкаша. Да. Что, поехали дальше. Натали В. Это, скорее всего, Наталья Михайлова. Я тебя узнал. Как Иван Григорьевич говорит, я свою По Наталью... почерку Я свою Наталью, как Иван Григорьевич. узнаю по талии. Где шире талия, то моя Наталья. Смотри, по-украински написала. Коми женщина, а почитай сам вот. У тебя зрение лучше, чем мое. Ага, Наталі один день назад там. Молодці хлопці, особливі рибалки, умілі мужики. Умілі ручки. Что это такое написала? Это Молодцы. молодці хлопці, особенні рибаки і умілі мужчини. Умілі мужики. Особливые Ну, рыбалки. особливі, особенні рибаки. Ну и вот, и Дмитрий Рожков тут же рядом попал в скрин. Привет, Геннадий и Иван, привет. С Горловки, Донбасс, ДНР. О, это земляки. Так,
Поехали дальше. Герман Орлов. Вода грязная, ерши живут только в чистой воде. Или химия. Да не химия. У нас И вода у нас чистейшая. Да, как в колодце. Просто, блин, подавился. Просто ерш у нас привередливый в этом году. Особливый. Клюет только в 6 часов утра, Да, с завтра. 6 до 7. Дальше выходной. Блин, лук в легких прямо. Это он микроба убил. Микроба не знает, куда деваться, там носится. И в легкие зашла. Да не, отдохнул и прямо кусочек лука туда. Вот Трой. Эх, медведь в солдатской шапке. Это Гена за 4 дня очень даже шикарная рыбалка получилась. Это с учетом того, что бонус перепал Сереге. Ну и в дорогу еще, наверное, дали правильно. Григорьевичу привет. Спасибо. Это Александр Хусаидов с Ямала, мой товарищ. Мы с ним переписываемся, говорим даже по видеосвязи, вместе даже сидели, выпивали так, телемост. Привет, Санек. Как видишь, твой комментарий Иван Григорьевич прочитал. Ну, не с интернета, но заскриненный, потому что интернет у нас до сих пор в избе отсутствует. Анатолий Юрченко. О, помнишь, Диканьку ты спрашивал? Ну. Гоголя-то. Привет из Диканьки. Спасибо большое за привет. Я очень рад. Молодцы, ребята. Хороший улов. Пока не могу поехать на рыбалку после того, как поломал ногу. Но спасибо, что могу посмотреть, как вы рыбачите. Анатолий Юрченко, побыстрее выздоравливайте, Да, чтобы ваша нога зажить. срослась, чтобы смогли побыстрее попасть на рыбалку. Анна Беспалова, постоянно наша подписчица. Привет, Геннадий. Буду очень надеяться, что на эти нарезки поймались налимы. Хоть бы. Ну, не попалось нам на нарезку налимов, зато порадовали килограммовые езди 3 штуки. Тоже неплохо. Налим попался у нас сегодня на том же месте, где была нарезка, но уже на малька. Евгений Боровский. Привет вам с Днепра. Все у вас душевно. Днепр это ведь тоже там рядом, да, где-то? Наталья Александр... это опять Украина. Наталья Александровна, видишь, и точка. Александровна Миронова. Миронова. Вытащите уже для Ивана Григорьевича трофейного налима. Согласен. Ну, Сделаем? обязательно, если зацепится. Следующий трофейный только даже делить не будем, сразу Иван Григорьевичу. Элвин Ибрагимов. Привет из Азербайджана, здоровья вам. Дальше не видно, потому что скрин короткий был. Азербайджану привет. Так, Александр Еремеев. Сразу лайки, начинаю просмотр. Константин Корнеев. С Артемовска привет, Донецкая область. Скоро тоже на Оскол на лед поедем. Леща и плотву пороть. Да. Вот. Знаешь такой Оскол? Да. Был там? Не был. Ну, недалеко, да? Ну, знаю, где это. Я говорю, что у меня в Волновах эти племянники в Волновахском районе. Угу. Село Старая Игнатовка. 2 там близнеца, племянники. Ну, я их маленьких видел, а не знаю. Это у сестры? У двоюродной сестры. Там, да? Где-то? Да, рядом. Ты же едешь. Когда в Донецке, вот дядька в Донецке работал начальником ГАИ, ну, в 60-е годы. Вот 62-й где-то. Да, 62-й. Дядька это у сестры муж? Да. Начальник ГАИ был города Донецк. Может быть, кто-нибудь знает? Напишите в А комментариях. сестра у меня вышла замуж за грека. Костя был муж Костя. Там Старая Игнатовка, там в основном греки живут. Натуральный грек? Да. Из Греции?
Ну да, они из Греции, но они живут вот в Донецкой области. Переселенцы, да? Ну да, как-то попали туда, там много там греков живет. Там один Костя был грек, потом второй, там Маня. И по-гречески могут говорить, да? Ну не знаю, я... Или ну, уже давным-давно живут, да? Ну по-русски разговаривают. Ага. А по-украински тоже могут? Да, ну там народ всяко может, там же... Вообще на Украине, я тебе скажу, что там национальностей миллион. Понятно. Там хочешь, не хочешь. Я говорю, вот у нас примерно, ты не хочешь, но у нас была целая улица евреев. Ну, когда разрешили уезжать в Израиль, все уехали, район в Сокырянах был. Идешь на рынок, они утром все на улице, на примусах готовят, блин, тут. И, короче, был у Йоська, у отца друг там, еврей тоже. И все, придет, это, выпьют. Очень любил выпить. Был еврей, но он был этим... Самогон пили? Самогон. Он был портным. Вот отцу фуражки эти восьмиклинки такие шил, там, ну, шапки, потом эту папаху такую шил. Вот, ну и выпьет, и он рассказывает там. Вот тебе что, тебе Гриша, Гриша, тебе что, твоя вот встала утром, пошла курицу поймала, чик, порезала все. Че ей не жить, у нее же легкая жизнь. А вот моя Сага идет в воскресенье на рынок и целый день курица в жопу дует. Она, чтобы посмотреть, жирная, не жирная, да, чтобы если желтая, то жирная, а если синяя, то она не берет. И целый день дует всем курицам в жопу. Вот так вот. Понятно. Иван Жиганов, Потом лайк. выехали. Все выехали евреи. Иван Жиганов, лайк, думаю, возьмет на нарезку, если погода будет. 3 язя мы поймали. А может, а что с погодой-то? Минус 10 погода сейчас. Вроде ровненькая. Ну, снег идет, да. Давление, наверное, низкое, может быть. Да, мягкая погода. Ну, Туда когда- было 753 все время держалось. А сейчас не знаю даже, вот давление не слышим. Может Погода. быть, из-за этого. Так, ладно, смотрим еще. Давление упадет, тоже плохо. Еще один скрин. Владимир Дереглазов. Молодцы, ребята, хорошо отдыхайте. Привет из Украины, из Днепропетровской области. С хорошим вас уловом. Заходите послушать украинскую песню. Я заходил, послушал. Сам автор, сам сочиняет песни, сам исполняет. Владимир Дереглазов. Вот. Ага. Просто сюда нажимаешь и попадаешь на его канал. И получается авторская песня у него на украинском языке. Очень интересно, я прослушал, поставил лайк, оставил комментарий. Так что привет, Владимир. Белый Бонни Плей. Вот такой даже есть. Белый Бонни Плей. Хорошо. Парни, хороший улов, это хорошо. Но их же надо почистить, переработать. Но лица довольные, вдохновляют. В Карелии тоже лед встал. Ну, получается, с Карелии. Но. Это нам с Григоричем повезло, то, что моя Валентина, что у Григорича Валентина не белоручки и с детства чистили рыбу и не то, что помогают, а пока мы там принимаем душ после рыбалки. Да, да я хочу, я говорю, сейчас я почищу, потом помоюсь. Не надо, иди, мойся, я все сделаю. Помылся, уже рыба почищена, да? все. Ну, Если не заморожена. да, ну посоли, говорит, посоли. А, посолить. Да, потому что я боюсь пересолить. Вот. Я говорю, все Валентины, наверное, такие, то что, ну, может быть, не все, наоборот, конечно, да. ей как-то чистить рыбу в радость. Моя мать, помню, всегда очень чистила быстро рыбу, и она всегда вот эти печень, Да. икра, там Я жир, тоже выбираю вот всё. так вот, она, помню, вот черный хлеб у нее, чтобы был солонка, раз туда, раз вот это ножичком это желчный пузырь уберет, чтобы не горчило, да, и на хлеб. туда и так, и вот так вот у нее все вот в краю было постоянно. И мне, говорит, это вкуснее всего. Я говорю, мам, не боишься там это глистов давать? А, я, говорит, уже старый, а меня, говорит, глисты уже не берут. Да, конечно. Всегда.
Я хариуса когда чищу, Хариуса тоже вкусный. посмотрел, если печень Да, красная, без- чистенькая. Нет, я там только без, желчь. без белых точек. Вот Да, я желчь только беру. Она такая. я на реке-то, когда хариуса ловим, тоже постоянно. Иван Джиганов, опять Иван Джиганов, вот видишь, второй раз скрин попал. Ну это тот же самый. Если погода будет, думаю, возьмет. Андрей Бурковский. Привет Ивану Григорьевичу из Днепра. Видишь, сколько у тебя земляков? Да, на Днепре бы порыбачить. Привет и Сама. Андрею. Владимир Лапин. Опять Григорьевича обдурил с рыбой. Делюган, однако. Вот, видишь? Как понять, обдурил? Обдурил, потому что первый трофей Сереге попался, Ну, второй трофей попался мне. ну и а что? А я говорю, объясняю, по все честно, правилам, может, да, было. Это это кому, это тебе, это мне. Да, это по А правилам. все пишут, что я обдуриваю тебя с рыбой. Господи. А мне и не надо большой даже. Так Я такой небольшой не мне хочу. тоже не надо, если Я так. хочу вот таких лучше два. Они вкуснее, да. В принципе, рыба-то по-честному делится. Да, А всё. то, что трофей большой, это, Да, сказать, да. это не есть хорошо. Да, это- Потому что чем крупнее налим, тем он жестче. Он идет на котлеты. Да. Ну да, брюшко, правда, вкусное. Ну, Брюшко вкусное у него, а все остальное жесткое мясо у крупного налима-то. да. Самый вкусный вот такой, до килограмма. Да. Самый нежный мясо, самый вкусный. Так что, кто кого еще обдурил. Вот. Так. Это 12, это сам. Это мы уже, наверное, Это читали. мы налима дурим. 12 декабря мы уже читали, или я уже читал. Ваня Громов, Дмитрий Ряхин. Так. Привет, дочь моя зовут Сабина. Это все я уже передавал. Да. Так, все. На этом приветы на сегодня закончились. Это просто с последнего ролика. Да, у меня есть много неотвеченных комментариев, много роликов. Ну вот вчера вот специально потратил час, наверное, точно. Пока загружались 3 ролика, я вчера сделал, так что сегодня ролик идет, завтра будет, ну и вчера, естественно, 3 ролика. Приеду, буду работать дальше. Пока грузятся ролики, я быстро отвечаю на комментарии. Вот целый день, 3 ролика, представляешь? С утра до вечера. Вот укололся. Ёрш уколол. Да, рыба. И что, гноить пошло? Да. вон. А это, кстати, очень опасно может быть. Почти отрезал палец. Потом второй вот шрам. Тут это я даже не чувствую вот это место. Нерв перерезал. И слова песни «Уральская рябинушка». А Иван Григорьевич говорит, что это была любимая песня У моего отца. у отца. Да, потому что он, как говорится, с фронта контуженный увезли вместе с заводом в Магнитогорск. Там вылечили, А когда ехали туда, всех, которые, знаешь, тяжелые они, этот вагон санитарный прицепили к вагону, который, грузовой поезд, который перевозил этот, там с завода, что там можно везти, не знаю. И говорит, полный этот товарный вагон, нары, в одну сторону, в другую, вот эти вот такие ворота же открываются. Нары, чуть не в 3 ряда, и все же, ой, стон только, стон. А это там 2 санитарки, перевязывать только. Приедете на месте, там уже доктора, там что-то. И едут, говорят, тот умер. Я говорю, и что, куда его? Он там, двери эту открывают, руки и ноги. И все. Вот Просто тебе. за борт и Да, все? за борт. Вот тебе без вести пропавшие. Где-то фиксировалось это, конечно, но... Волки, собаки съели, да? Вот война была. Война все спишет, говорит. Что же, давай, если вагон весь умрет, привезите туда. Это тогда некому было хранить вообще-то. И поезд не останавливался. Прет и прет. Что ему на остановке? Же никакой остановки. Ужас. Там, да, что там есть, там готовят, какая-то печка, буржуйка там. Привезли туда, в госпиталь там. Подлечили, все. Потом, встал на ноги, на фронт уже. Куда, если начинают люди, там, один заговаривается, второй трясется. А тачку с глиной
тащит. И, говорит, доски так поставили. И вот эти печи там или что там. Вот примерно тебе 40 тачек за день. Это пайка хлеба, там 3 сахара, то все. Вот пайка. Зато, если ты норму сделал. Не сделал, завтра довезешь 5 тачек, получишь норму и еще 40 сделаешь. Не сделал, не кормят. Тут, ну, вот, ну, война, что ты хочешь. Вот курить он там бросил, он, ну, мужик был здоровый, как говорится, говорит, я всегда, я 40-45 тачек могу за кого-то привезти там еще, ну, как выздоровел, такой был в теле. А говорит, съем этот кусочек хлеба, эти 3 сахара, там, ну, кусочек селедки. Воду пьешь, ну, толку-то, что закуришь, блин, ну, тошнит и все. Ну, не идет. Табак каждое утро дают, кисет табака там. Ну, я, говорит, собираю сегодня, завтра там собираю. Уже у меня такая почти, это, как мешочек уже. А один там говорит, Гриша, ты что, это, не куришь, что ли? Как не курю? Курю. Но сейчас не курю пока. А чего? Да, я табак вон собираю. Тошнит меня от этого табака уже. Он говорит, слушай, давай будем меняться. Я тебе хлеб буду давать, а ты мне кисет с табаком. И он голодный курит. Отец говорит, с удовольствием. И, говорит, отдаю ему кисет, сам 2 куска хлеба. Он нам, ну, водичка, тут сахар, то все, умял это. О, у меня сила появилась. Кусочек селедки это сеешь, и воды пьешь. А он пусть курит. А потом, говорит, да многие были такие там. Говорит, потом разбирают трубы, ну, эти такие бетонные трубы, говорит, ну, сложенные. Раскатывают. Раз, елки-палки, человек в трубе. Вот так согнулся. Окоченевший. Вот, блин, ну сразу раз туда милиционера звать, ну что ж тут, нашли же человека, мертвый человек. Ну, милиционер сразу пришел, блин, раз тут, знаешь, так, он так согнутый и застыл. Документы искать, раз, блин, а у него полная пазуха денег. Киргиз, говорит, был. И все. Ну, мент там написал, о, деньги, то все это собрал и слинял, короче. Закопайте его там в глине. Все, закопали. И уже никто не искал до этого времени. А отец потом говорит, ну и дураки. А булочка хлеба стоила, вот такая булочка, 1000 рублей. Ну, она хлеб такой был, там, ну, отруби, не отруби. Он экономил, не брал, да? А этот нет, ну на рынке это было. А он, видимо, или продавал что-то, или, ну, короче, деньги копил, деньги. И все, и вот с деньгами согнулся там. А отец говорит, вот бы вдоволь бы купили хлеба, блин, на всю бригаду нафиг. Вон полная пазуха денег, вот, блин, ну надо же. А потом мне говорит, ну, я говорю, еще 1000, вот такая, говорит, булочка, но она черная, там смесь, ну, похожа на хлеб. Ну, и 1000 рублей на рынке. И говорит, я говорю, да не может быть, чтобы булка хлеба 1000. Не расстраивайся, еще у нас миллионов не было, а он сказал, и у вас будет 1000 рублей. Доживешь ты до этого времени, и у вас будет 1000 рублей. Уже его не было. У нас миллионы были, и точно 1000 рублей булка хлеба. Ну. Вот и мы это пережили. А он сказал, у вас будет тоже такая. Так, ну что, попробуем эту уральскую рябинушку. А попробуй, давай. Сейчас. Минуточку. Вечер тихой песнею над рекой плывет, дальними зорницами светится завод, где поискатель
под рябинушкой парни ждут меня. Ой, рябина кудрявая, белые цветы. Ой, рябина, рябинушка, что сгрустнула ты? Ой, рябина кудрявая, белые цветы. Ой, рябина, рябинушка, что сгрустнула ты? Это украинская песня, между прочим. Какая рябинушка? Нет. Ой, вербиченько, біле личенько, і шовкова сон трава. Пройдуся тавами, зелен муравами, на серці згадка оживає. А еще это детская песня, тоже украинская. Не детская, а как бы хор пели мы когда-то перед армией хором. А зберемо таку вечірню, про героїв подали пісні. Славься земля українська, славная наша сім'я. Славься земля урожайная, щедрістю славная наша земля. На таку вечірню, про героїв труда линуть пісні. Славься земля урожайная, щедрістю славная наша земля. Это я еще не умел играть, это я только пел. А ты же потом сам подобрал, да? Да, я все песни, которые пел. Сюди гарно грають київляни, не страшні їм форварди тирани, а бібі мунтяна, сабо паркуяна, ждуть медалі ждуть. Это переделано было, Черемшина тоже. Это Биба, Мунтян, Паркуян, все это киевское «Динамо». 7 лет подряд были чемпионами. 7 лет подряд. Это при Советском Союзе еще, Да. да? Мы даже ездили в Киев, блин, там, когда на матч, блин, пацанами собрались. Да, А чемпион СССР был, да? да. Сегодня свадьба в доме дяди Зуя, а дядя Зуй сидит, как жирный кот. Маруську пряхалку косую за Ваську замуж выдает. Маруську пряхалку косую за Ваську замуж выдает. При 8 часам съезжаться стали гости, стал воздух тяжелее топора. Пришли 2 фроськи-проститутки, из молдаванки 2 вора. Пришли 2 тещи тощи, как селедки, и бабушка, что делала аборт. А с ними Васька Фармазончик по прозвищу Корявый черт. А с ними Васька Фармазончик
по прозвищу Корявый черт. Ну, тещи пришли, две тещи тощие, как селедки. Бедные тещи, никто их не откормил. А я садилюся, да моя Маруся, а я садилюся, а да ж ты моя Маруся, а я садилюся, да моя Маруся, а я садилюся, а да ж ты моя Маруся. Забывал слова, а ты же пел когда-то такую песню тоже. Даже Тебе горяченький суп положить? супа? Да. Ну да, немного поем горячего, может это, Согрелся уже? может голос прорежется. Белым снегом, что-то тряпкой пахнет. Да не тряпка, а это. Пожиже, побуще. Жижи, хватит гуще. Хватит. Так, это. Дай покушай. Да, а потом послушай, пока не остыло. Да. Он и так не сильно горячий. Там берешь его за сон. Гляди-ка, У тебя горячий? попробую тоже что-нибудь. Да у меня вообще уже холодно. У меня теплый. Милый голубочек, какой же ты моя сырая голубка. Кроме песни тоже с русскими некоторые это Да, схоже. схожие. Допустим, Мотив. как же это? По Муромской дорожке Стояли три сосны, прощался со мной милый, до будущей весны. Вот и наигрались, вот и напелись. Да. Песня вся, да песня кончилась. Спать хочу уже. А дед бабку треснул в лоб, баба сгорбилась. А дед бабку треснул ледобуром бабгаз. Сгорбилась. Так, ну я допью и больше не буду. Да? Ну ты алкаш. Спаиваю тебя, спаиваю. А дальше только чай. Ну вот, время у нас на часах сколько? 21:44. Заканчиваем ужинать, Да. подкидываем сырые дрова и ложимся спать, потому что завтра нас ждет. Ну, трудный день-то это точно трудный, но насчет удачи, какой он будет, что-то у меня сегодня вообще. Как бы я не падаю духом до последнего, но сегодня начало было, да, нормальное такое хорошее начало, но что было потом? Поймали одного единственного язя. Кстати, как мы его подняли, поймали. Не буду даже ничего показывать, как мы проверяли эти средний участок, а нижний, потом средний. Просто небольшое включение, как я вытащил этого язя. Смотрим.
Ну, что-то есть. О, язь, бля. Язь. А мы говорили, что язей здесь нет. Опозорили. Немножко места. Язь тоже здесь есть. Вон хороший язек. Вот тебе, на тебе. А мы такие, язей здесь нет, на лиме место. Язи думает, наверное, не угадали. Вот они мы. Ну вот, посмотрели? Ну, дальше Вот. все пусто, пусто. Вот это было все, что попалось на два участка, на нижний и на средний. Остальное все было пусто. Впервые. Так что завтра прямым ходом снимаем все палки. Успеем, закинем, не успеем, оставим их на льду. По крайней мере, на среднем участке точно. Планы есть кое-какие. Если успею, я сделал ледобур. Если глубина хватит палок, длины палок, то я выставлю, конечно, насажу. Если не хватит, то рубить, таскать мы, конечно, завтра не будем. Это сделаем как-нибудь в другой раз. Вот такие вот планы на завтра. Ну и все. Раздеваемся, укладываемся спать и отдыхаем. Мы и так сегодня уже ужинаем 3 часа, наверное. Устали. Устали, да. Мало спали. Первый день он всегда такой, потому что перед выездом, как обычно, не высыпаешься. Там 2-3 часа это максимум, что ты спишь дома. Вот мне нравится из-за этого многодневные походы, допустим. Первый день ты отсыпаешься, второй день ты полон силы и энергии, третий день ты, все уже пошло по накатанной. А так приезжаешь и не отоспаться, и не поработать, и не отдохнуть, и завтра уже домой. На одну ночь я не люблю. Вот 2-3 это нормально, я считаю. Что, семечками йод кушаешь? Ну. Так что, всем пока, всем до свидания. Вот такая сегодня скучная серия. Нет, начало-то было нормально. А в остальном, как получилось, так получилось. Независимо от того, какой улов, нам, не знаю, как вам, Иван Григорьевич, но мне в избушке хорошо. Мне дни, проведенные на рыбалке, в жизненный стаж не входят. Так что Потому что в благоустроенной квартире вот так вот не посидишь, это 100%. да. Не то, немного не то. Да немного не то. Ладно, все, заболтались. До завтра. До свидания. Спокойной ночи. Будьте здоровы. Завтра скажем доброе утро.